Это мои первые ученики, которые я обучал. Вот самолет стоит. А? О, хорошо. Я летчик-инструктор, а вот моя группа, это, которая обучаю. А вот это высотный костюм на сверхзвуковых самолете, когда летаем, то есть стратосферу выше 11 тысяч на сверхзвуки. Вы поднимаетесь в стратосферу даже, да? Да. Это почти космос. Это один шаг до космоса. Да. Вот она, видите, шланг подсоединяешь сюда, перегрузкой сам в этот шланг подается воздух, а тут шланги проходят по всему телу. Вот, и это самый вот техник самый, видите, перед полетом журнал самолета, он дает, осмотрел, расписаться, принять самолет. Или после полета замечание пишешь. Он говорит, поехали в Москву, у вас же в Грозном учебном центре есть. Да перевести дома служи. Поехали, я летную книжку взял, а там меня моментом в охапку. Знаменитый летчик майор Покрышкин возглавлял. А тебя отпустят, баха там. Да отпустят, куда они денутся. Ну, в общем, год бился я с переводом, наконец отпустили меня. Ну и, естественно, достав выписанку приказа меня сюда. Назначением был в Калининск затейником. Там я полетал 5 лет. Потом оттуда меня назначили начальником суда, аэроклуба, парашютистов. Это единственный аэроклуб в стране. Иностранцы приезжали, мы к ним ездили, вот так мы провели. Потом Аргустбол уже в 91 декабре я уволился в запас, уже гражданским был. Потом начали, там на территории арестовали меня, на территорию не допускали. В общем, где-то с Кадыровым я связан был. То есть вертолет один раз давал ему, он ездил на сессию, начик, съезды, что ли. Второй раз дал вертолет облет делать. Узнали, приехали, где вертолет? Я так. Почему так? А почему я должен вас спрашивать нагло их, раз они ведут? Я начальник, принял решение, дал. Арестовали, избивали, руку ломали, вот, глаз писали у меня был. Вот, нож воткнули. Во, самолеты ты выводишь на наш Бош. Это какие годы? Ну, у вас Дудаевский период, да. После Дудаева самый тоже период, уже они захватили все аэродромы, там казарма же была, столовая, все. Сборная СССР, 4 команды, у меня только. Иностранцы. Все, парашютисты готовились. Вы какого года рождения? 42-го. Асланбек, вот и в то время, а сегодня вообще нету такой практики, чтобы вот чеченцы вот пошли в авиацию. Что вас подтолкнуло пойти именно в авиацию? Собственно, я учился вместе Хаухаев был, да, грамоты большие, начальник был в Шалях. Он в газете нашел объявление, Качинское училище, высшее образование дает. Я так собирался поступать в медицинский, и он тоже. Мы учились вдвоем хорошо. И поехали, комиссию проходили в Шалях. Вот и здоровые ребята проходят домой, мы вдвоем. Уже вдвоем в Грозном проходят здоровые ребята, отсев большой. Нет, комиссия бракует. И мы уже завтра вечером отъедем. Я приехал в поезд, его приехали, забрали. Поезд ждали.
Мать, о, айдади бог, если на приступе уха, я, говорит, успокой, и выеду рядом, следом. Я один поехал. Ну, его нету. А там я иду на проповедь, первым захожу на экзамены. Ну, раз, возьму билет. Ну, елки-палки, что ты знаешь, начинаю говорить. По здоровью прошел и экзамен. Нас было в группе 44 человека. 44 человек нас двое поступило. Отсев очень большой, 10 с лишним человек на место было. А вот отсев по каким критериям шел? По здоровью? Здоровье. Не подходили, да? Да. Угу. А когда уже поступали, нас было 204 человека. Закончили училище 101 летающих на сверхзвуковом самолете. Там уже отчисление было по здоровью и по нелетному. То есть человек не может усвоить саму посадку самолета и взлет. Вот у меня есть фотографии самые. Там первая группа, которую я обучал уже. Вот там есть Рубкалис самый. Недавно я узнал Лобос в Москве по телевизору. Это бывший мой ученик, летчик-испытатель в Москве. Вот так вот. Вот закончили вы училище, а дальше как ваша карьера пошла? Чем вы Значит, занимались? после того, как я закончил Качинское училище, это высшее Качинское училище летчиков-истребителей, нас оставляли инструкторами уже обучать других. Мое назначение было уже Прикарпатский военный округ. Ну, одного летчика списали к котельнику, они летали на дозвуковых самолетах. А когда они в этот же год перешли на сверхзвуковые, одного летчика в Среднюю Азию списали, потому что защитный шлем нос доставал, у меня обжигал он нос. Нос большой был, да, у него, и доставал? Вот вместо 33 человека должно было остаться, его списали когда, и затребовали еще одного. И как назло, я оказался 34-м. Вот так я остался летчиком-инструктором. Вот повезло вам, что нос был Да, маленький. да. И вот самый из Качинского училища я направление получил Ейское училище, Батайск, первый полк, где я служил. Оттуда я уже был назначен, уже новый полк образовался в Зеленограде. Тоже Ейское училище, туда старшим летчиком назначен был, и пошел там моя служба дальше. Служил. Вы летали или только обучали? Летал, как же я летать должен и обучать. Вот у меня 4 человека, я их обучаю устно. Самолет он стоит спереди кабину, я сзади. И все, пошли, летаем. В воздухе учу его, подсказываю по радио, все, управление. Потом, вот, когда заканчиваю его обучение, старшему начальнику даю, чтобы он его проверил и пускает самостоятельно летать. Вот так определенное время вот, идет, программы вот, проходили. А вообще много было в то время вот, юношей, чеченцев, которые стремились вот именно стать летчиками? Масо нохши вы, да на не ой, канченс хауэ замша хакирн бош. О, серия далее, о шиада самый, ну он как сими нохши зутхриас, раскияли, теперь войру, и сдержали нашу молодежь. А те редкие люди, которые уже рвались в воздух, они, несколько человек прорывались, и кто гражданские, да,
военных летчиков потом я уже обнаружил, приезжали, когда становление было. Ахмад Хаджи Кадыров мне сказал: Асланбек, мы все восстановим. И того, что бери адреса, пусть ждут вызова. Подполковник var, майор var, в Одессе, куда ханса bu, Висхан bu, daha geçer, Вагапу, первый чеченец, который был командиром полка, Айса Вагапу. Все равно мало, можно по пальцам Да, пересчитать. и, Мало. к сожалению, мало, да. А вот в то время, вот, что вот Ляля Насуханова была первой девушкой, это вообще был шок для общества чеченского? Я знаю, как раз где Ляля Насуханова служила, вот я сюда же прибыл. Когда я был назначен сюда, она последний год, как раз я приехал, она последний год отлетала, больше не стала летать. Ушла, уже, как говорится, на полиции работала. Она подтверждает, я с ней имел беседу, она действительно не просто летчик, она уже была командир звена. То есть уже уровень ее выше был. У нее в подчинении уже 4 летчика было непосредственно. Она летала на МиГ-17. Обучала на учебный есть самолет МиГ-15 с Паркового. Там первая и вторая кабина. Вот. А МиГ-17 там один. Дают добро, вот садись в боевой самолет и лети. И вот так мы с ней познакомились. После... Вот она младше, вы младше ее на 10 лет, да, ровно. И вот вы же уже, наверное, будучи еще мальчиком, наверное, вот слышали, что вот есть такая чеченка, летчица Ляля, знаменитая была. Я, да, слышал, когда учился еще, я из Шаля. В Шалях заканчивал 11 классов. Дешевахли, я слышал Ляля Насуханова. Знал, что Грозным она. Ну, доступ к ней-то не было пацанам. Не знали, как проникнуть или что-то. Ей не до пацанов-то было. Она иногда в школу приезжала, встречалась, конечно. Ну, гордость чеченского народа была она, я считаю. Ну, для чеченского общества, как это, ну как у нас бывает, девочки должны сидеть дома, вот. Выходить замуж. Вот. Вот насколько вот она совершила вот такой прорыв такой она сделала. Сундель Бахаяси, она Сундель гордость чеченского народа. Она, я просто удивлен, как она прорвалась все это. Амбабахр самый. Ой, Зузбейр, кем Алмоли, конечно, стоял еще. И просто удивительно Тагери. Она очень решительна была, Яри. Свой аллы, шахта закон, сун шахта хахар. И я подтверждаю, да. А вот вы сказали, что вот, будучи чеченцем, детьми спецпереселенцев, насколько было вот тяжело строить свою карьеру. И ей, и вам было тяжело. Именно из-за того, что вы чеченцы. Вот об этом расскажите. Я хотел сам затронуть, действительно, до афганских событий с чеченскими ребятам было тяжело поступить в училище, служить, продвигаться. Почему? Вот это закоренелое наше самое прошлое оставалось живым еще. Но когда афганские события начались, и наши ребята служить начали там, не было случая, чтобы был предатель чеченец. Везде проявляли героизм.
слава пошла с чеченского народа. И после этого стали больше доверять. Именно приезжали офицеры, просили с Грозного, потому что они надежные, воевать так умели вовсю. И на этой основе статус повысился. После этого стал и служить легче уже. Пошли рост уже в училище, кто поступил, кто служил так. Препятствий не было уже. Ну вот расскажите, что вот ваше имя вам помогло все-таки стать летчиком. Вот в том-то дело, если бы я раньше был Исмаилу, конечно, такого роста не было. Я дослужился бы максимум до майора. Расскажите вот историю, как вы попали в детдом, получили это имя. Значит, когда нас выслали в 1944 году, мы проезжали станцию Арыть, там мать вышла со мной набрать воду, поставила меня, и пока набирал воду, поезд тронулся, ее шел, а я остался в детдоме. После этого мы через 6 или 7 лет, я уже не помню, дядя меня разыскал, нашел, потому что за село без разрешения участкового нельзя было ездить. А вот мы жили 80 километров от станции Хаджи-Цугая, Сарагашинский район, Чимкентская область, Южный Казахстан это. Оттуда, когда позволили нам приехать уже на родину. Это, имя как вам дали? Имя я и сам не знаю, как там, вот так, видимо... Может, по имени директора детдома раньше называли? Чего знаю, вот это я не могу сказать, как. Какой-то документ сделали, видимо. И вот, Вот скажите, как ваша фамилия, имя и как она должна называться, скажите? Вот, значит, фамилия должна быть у меня Исмаилу Асланбек. А вот в связи с тем, что я учился самый, уже остался эта фамилия, я уже пошел, поступал. Хотел заменить фамилию. Не заявили. Если вы будете менять фамилию, мы не можем вам доверить сверхзвуковой самолет. Вы представляете, что мне говорят? То есть вы чеченец. Вот так вот. И что же делать мне? Моя мечта была летать на самых современных самолетах. И когда мне заявили самое это, партия не может вам доверить сверхзвуковой самолет, вот так. Я оставил фамилию, естественно. Асланбек, а вот вы сказали, что очень много парней отсеялись по состоянию здоровья. Да. Вы, наверное, не замечали за собой, что вы как-то в физической форме лучше других или сильнее. Видимо, есть какой-то критерий отбора именно в летчике, учитывая нагрузки, которые, наверное, будет испытывать организм, да? Совершенно верно вы говорите. Там очень сильный отбор. Там. Даже если закончив училище, начинаешь летать, через год мы проходим комиссию ВЛК. Это все основательно проверяют. До 35 лет. Сверх 35 лет ежегодно комиссию. А так, квартальный осмотр, каждый день у нас медосмотр. Идешь на полеты через врачей. Вышел из дома, идешь к врачам, проходишь врачей в столовую, покушал, и автобус стоит, и на аэродром. А тяжелые были эти подготовительные ваша учеба, учитывая тренировку вестибулярного аппарата, это же очень проблемно все-таки в воздухе быть, нагрузки. Да, поэтому у нас физподготовка очень много времени отдавалась. У нас есть
специальные тренажеры, как вы, наверное, видите, сейчас колесо Центрифуги. вращается, Да. самые, и в одной плоскости, в двух плоскостях, даже в 3 плоскостях нагрузка самая. И вы это выдерживали. Все должны выдержать элементарно. Потому что мы летаем, когда обучаем, представляешь, 5, если у меня вылетов на сложный пилотаж, это огромная нагрузка. Когда сам пилотируешь самолет, легче переносишь. А когда впереди ты сидишь свой, ты как проверяющий, сзади только ручку в кольце держишь, не управляешь. Он создает нагрузки, организм к его нагрузкам. А когда сам, знаешь, что человек потянул 6, это уже очень большая нагрузка. Потому что нагрузка неравномерна. Давление у нас внутри больше, чем в самолете. И вот перепонки сейчас, они как бы останавливают свою работу. Не быстро Да, когда помогаешь им открыть, воздух выпустить, воздух входит, человек легче. А вот скажите, вот вы на соревнованиях, и вот в том числе и Лялина, Суханова, выполняли в воздухе вот такие сложные какие-то трюки, вниз головой, там вот эти 8, нагрузка усиливается в этот момент? Прежде всего, я рад, что вы в курсе все знаете. Есть просто простой пилотаж, сложный пилотаж и высший пилотаж. Вот я, например, участвовал в чемпионате Юга России, я мастер спорта по самолетному спорту. Ты это пилотируешь на больших углах атаки. То есть более 45 градусов, 60 градусов уже это высший пилотаж. А сложный пилотаж, Алмабахар, вот эту 8, потом идет полупетля, боевой разворот, самый сложный пилотаж. А простой пилотаж, виражи, крен и то до 45 градусов. Вот на гражданском самолете ни один самолет у вас 45 градусов не делает разворот. Там 20-30 градусов крен. Потому что нагрузку не создавать в салоне. То тяжело бывает людям. Да. Да. А с большими кренами, да, нагрузка больше. А вот скажите, вот Ляля мечтала вот в космос полетать, слетать в космос. А вот я читала, для женщин в космосе это невероятные нагрузки. Настолько, что когда Сергей Королев увидел вот состояние Терешковой, когда она прилетела с космоса, приземлилась, и он, говорят, тогда сказал, все, больше бабы в космос не полетят. Вот насколько-то Ляля могла быть готова полететь в космос, как вы думаете? Я думаю, Ляля гораздо лучше подготовлена была, потому что она летчик. Она эти нагрузки переносит ежедневно. Она обучала. А Терешкова, она не летчик. Она ткачихой была. Да, она ткачиха самая. Ну, прыгала с парашюта там 3-4 прыжка. Все. То есть те перегрузки, как Ляля переносила, далеко ей было. Поэтому и она плохо перенесла это все. Вот в чем дело. Организм совершенно не приучен к нагрузкам ее. А Ляля не А Ляля приучена, она летала просто летчиком, уже будучи командиром звена, она летчиков своих учить других. С ними проверяет, летает с ними. Если плохо слетал, давай еще раз. Как вот, будучи полком, у меня замполит слетал, Астахов был, замполит Варсан. С ним слетал замначальник училища. Плохо вы летаете.
Я подошел, уже мой подчинен, вот мой замполит, замечание плохо. Я уже самые 2 полета сам слетал с ним. Он до сих пор в Харькове сейчас. Звонит иногда, сейчас перестал звонить с событиями этими. Как ты можешь, говорит, других проверять, когда сам плохо летаешь? Я с ним 2 полета сделал, все, научил его и повторную проверку. Другое дело, говорит. Ну, все зависит от человека, как обучен. У нас же как хорошо замполита хвалят, плохо командир самый отвечает, замполит нет. Такого у нас в армии было. Асланбек, а вот сейчас, когда думая о своем прошлом, и если бы вам дали возможность начать жизнь заново, вы бы также ее прожили? Либо вы стали бы все-таки врачом? Знаете, я много над этим вопросом думал. Мне кажется, колеблюсь, да, между прочим. Вот до того душа летать хочется, но в то же время профессия врача очень нравится мне. Это спасает жизнь. Когда уже постарел больной, вот тогда особенно ощущаешь это. Просто иногда возмущаюсь, когда невнимательно относятся к больным или бывают врачи. Это очень злит людей. А вот скажите, если вот так задать вопрос, вы выбрали небо или небо выбрало вас? Как бы вы ответили? Я бы сказал, я выбрал. Раз я отказался от того, куда хотел поступать, и пошел туда, значит, я и выбрал, правильно же? А с другой стороны, вы прошли те критерии, которые не проходили другие. Значит, вот оно вас выбрало. Ведь не каждый может быть летчиком. Конечно, не каждый второй, да. не каждый 10-й даже. Да. Тогда, значит, оно вас выбрало. В последующем, не знаю, но в начале стремление моего было. Я выбирал. Очень сложная эта профессия, мужественная, героическая. Просто неудобно говорить, ты идешь утром, обычно говорят люди, на работу, а мы на службу. Будет ли путь обратный? Черт его знает, правильно? Я целый день летаю. Взлет, посадка, взлет, посадка, взлет, обучаешь, проверяешь. А еще вот этот случай с такой трагичной гибелью Гагарина, вот звезды космоса, и в то время у вас могла зародиться такая мысль, что да, ты тоже можешь не вернуться с очередного полета? Без этого даже хватало. Вот у нас же камера работает, да? Да. Можем выключить на минутку. Не стесняйтесь говорить правду. Ну, правда, если правда, значит, на 4-м курсе у нас действительно катастрофы были. На МиГ-21 взлетал летчик, обучаясь курсантам. Ну, на удалении 3 километра чуть не по курсу строго, а чуть справа, там женская тюрьма была. На этой высоте самолет колом падает. МиГ-21, у него нет больших плоскостей. Там первый раз, когда я пришел в полк и увидел самолет 25, начал потихоньку наступать на край, идти. Вот такая толщина всего крыла на краю, а самый толстый. И вот летчик что делает? Он 150 метров резко переложил кран
и отворот. А там же сыпется, 150 метров до него, это моргнуть не успеешь. Они оба погибли. Так погиб еще один курсант погиб. И, как говорится, идешь в самолет, о, почему нам тяжело было? Не было спарки. Это что такое? Это спарка, где сзади две кабины. Только с одной кабины боевые самолеты. Это. Спарок в то время не было. Нас что, на МиГ-17 показывали глиссаду на малой скорости, как это идет на посадку, глиссаду. Вот в кабинах наизусть, все. Изучай, рисуй. Серии несколько, 72-я, 96-я, одни катапультируются шторочные, другая между ног скобы. Третье сиденье катапульты. А перед полетом кресло обязательно инструктор проверяет тебя, взлет, отказал 100 метров, 200 метров, действия секундомеры. Не уложился, иди тренируйся, в полет не пойдешь никуда. И вот так мы, боевой самолет, завтра лететь, переживаешь, елки-палки. Ну, сел, запустил. Ну, это мы тренажеры проходили, запуск делать, вырывают на взлетный, начиная взлет, оборот даешь, разбег начинается, и убирали оборот, тормозили, парашют с тормозом выпускать. Предварительно все это на земле отрабатывается, первое что. А настало время теперь отрываться от земли И малейшая ошибочка, малейшая может стоить тебе жизни. так случай. Вот так вот. Очень здорово. А когда с парки пошли уже, там легче тебя обучают, а когда ты на боевой садишься, это легко. А вот в фильме старом, вот и «Небесный тихоход» я видела, У-2, да, уже мою испарчу. А вы что? На У-2 были, да, от двух вместо карабина. Да. Это были. А вот МиГ-21 в начале спарок не было. Это потом они поступили, и то старались быстренько в полк отдать, где обучали на этот тип самолета. Переучить надо же. А потом уже они в училище поступали. И 2-3 самолета, если дадут спарк, о, ура, все кричали. А вот скажите, вот вы были летчиком в то время, да? Вот мы вначале затронули тему вот Дудаева, что он был летчиком, что они вот с вами вот так обошлись. Вот была вообще какая-то вот обида? Вот какие чувства вы тогда испытали? Вот что вот он тоже летчик, вы такой же летчик, но вот так с вами поступили они. Ведь не то, что национальное, есть же еще и боевое братство должно быть между людьми. Могу я теперь рассказать? Можете. Нас старший было офицеров здесь, в Грозном, Багапа Иса. Нас было военных 11 человек. И вот когда Дудаев стал, совет министров на площади, когда еще в старом здании было, мы пошли, говорит, все к нему, просили его, остановись, не делай, не губи народ. Подпиши этот договор, здесь служить будут наши ребята, одевать, кормить, все. Он на это не пошел, проигнорировал. А как он ответил вам на это? Он, когда мы потребовали у него привычка была халас. Пальцы пила, челюсть повел, подумаем.
другого ответа он не дал. И вот так вот оставил, пошел все больше, глубже, далеко зашел. Конечно, нам было обидно. Даже он с однокашником, который с ним в одной группе летал, летчик был заслуженный летчик СССР, его игнорировал в последующем. Он написал, типа, рапорт в отпуск от резолюции. И на последующие годы резолюции. Мол, уходи, Бог даст. Угу. Он... А вообще, ну, есть много свидетельств, что психологически человек был неустойчивый. А как такой человек мог попасть в авиацию? Психологически неустойчивость, она... Я подтверждаю, вот Дениев, бывший военком, он еще живой, только сегодня я разговаривал с ним. У него шизофрения Дудаева. Он был списан по шизофрении, представляешь? То есть человек самый, он наоборот все делал. Вот когда я говорил начальник своему, слушай, я буду просить, а ты наоборот скажи, если надо туда выйти, просить в эту дверь. Он наоборот все делает. Да, как летчика, да, он был хороший. Он в дальней авиации летал. Когда он был назначен командующим в Литве, вот смотрите, вот назначен приказ есть. В этот момент выходит у него срок медицинский. ВЛК мы же проходим через 2 года каждый, а тем более в возрасте каждый год. На этот раз он не проходит, врачи не пускают его. Зацепились. Шизофрения вот это. За 2 года у него крыша поехала, видимо. Раньше там была самая уже зацепка. А тут у нас заваруха началась, это вот первый чеченец, самый генерал. Вот Хахпил, Мамадай и прочие все. Вот так он появился здесь. Он там списанный был. Ну, уже пошел он, приказ, есть назначение. В соответствии приказа ему дали звание. А давайте мы расскажем, вот какая была в 60-х, 70-х годах уже наша молодежь целеустремленная. Как они стремились к знанию, к образованию, как вот элита уже у нас начала расти национально. Вот об этом расскажите немножко. Вот мне вопрос нравится, это очень серьезный вопрос становления нашей молодежи. Действительно, 60-е годы, самые половина 60-го года, уже 65-е, 70-е годы, наша молодежь прорвалась уже в вузы поступать за пределы республики, больше начали узнавать на нашу. Если вот как специалист летчика взять, например, нашего самого, как говорится, молодого парня, и взять, например, молодого парня с Средней Азии, близко нельзя ставить. На 3 головы выше наш. По сообразительности, по реакции, энергии. Очень жесткие. Вот. И балдовые. Поэтому много пошло, и среди руководителя. Я не говорю, никогда не имел дела, посмотрите, я был школьником еще, Асланбек Грудьев, это самое. Это умнейшие головы. Вот этот Асланбек, самый, ТАТ-17, самое, авиационное масло, это его работа. При разработке он делал. Это на всю, не только наш СССР, на весь мир. Да, на весь мир это.
И всех я знаю. Сам младший Дени был, со мной учился он. Брат, да? Да. Это Кош, Султан, Асланбек и Дени. Потом двое братья, Шот был. Практически все умерли самые. Ну, вот Дени пошел, крупный строитель вот здесь со мной учился. А Султан это знаменитый ученый, Асланбек тем более, его приставки это масла, и все его это творение. Ну, много тогда у нас выросло. Да. И творческой, и ученой молодежи. А спортивная какая у нас была? Какие у нас чемпионы воспитались в республике? Совершенно верно. Если бы нас не тронули бы они, мы бы, наверное, впереди планеты всей бы шли. Ой, я не сомневаюсь в этом. Я мальчик, пацаны были, ДК было в центре, мы при открытой двери за Исимбаевым смотрели, Махмуд Исимбаев, как он тренировался. 4-5 полотенца у него. Мы все друг на друга залазили, смотрели, не дай бог он услышит. Мокрые полотенца все. Насколько он здорово тренировался, отрабатывал все это. Но мы гордились им. Весь мир знал о нем. Он ставил чеченский народ, вот даже, где говорят ему снять Папахова, он умно, гордо отвечал, у нас это не положено. Уметь надо преподносить себя и ставить себя, как говорится, других там, где они должны быть. А Мабахар, да, всплеск пошло с этих годов. И если бы, как говорится, торможение у нас не создали искусственного с этим выселением, и, например, я убежден, многих наших знаменитых было бы, больших ученых. Да. Они будут. Они будут, но на это нужно время. Да, это именно. Ученым, кстати, нужно не 1-2 года, вот десятки лет. Да. Они будут.